Приветствую! Вы смотрите дайджест новостей за последнее время из Москвы. Мы расскажем вам о самых интересных событиях, которые произошли в столице. И, конечно же, они связаны с Якутией. Сегодня в выпуске. Крымской весне 10 лет. Как якутяне отметили этот праздник? Очень многие сейчас люди, особенно крымчане, они очень довольны, что присоединились к России. Грамматика якутского языка в фокусе московских студентов. Какие тонкости поразили молодых лингвистов? Дроба. Масс-рестлинг на американском телевидении. Соревнования по перетягиванию палки покоряют США. Вторая половина марта – это знаковое время для всей страны, особенно в этом году. Исполнилось 10 лет со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На Красной площади состоялись торжественные мероприятия. На главной сцене выступили звезды эстрады. Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ирина Дубцова. Свои хиты исполнила и группа «Любэ». Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума. Тогда подавляющим большинством избирателей было принято решение за вхождение в состав России. Воссоединение полуострова с Большой Родиной стало символом восстановления исторической справедливости и мощнейшей консолидации всего российского народа. Поздравил россиян и президент страны Владимир Путин. Ровно 10 лет назад на Красной площади здесь, передвигаясь вот на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Всего на Красной площади собрались десятки тысяч человек, в том числе и якутяне, проживающие в столице. Для каждого день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией стал настоящим праздником. Прошло уже 10 лет. На самом деле это казалось буквально вчера, то, что Крым присоединился к нам. Очень многие сейчас люди, особенно крымчане, они очень довольны, что присоединились к России, и у них и жизнь уже их налаживается. Прошло 10 лет уже. В прошлом году была в Крыму, и многие говорят, что очень у них хорошо стало. Переходим к новостям из парламента. Законопроект Госсобрания Якутии прошел первое чтение в Госдуме страны. На заседании депутат Илтумен Александр Корякин выступил с инициативой по вывозу твердых коммунальных отходов с труднодоступных территорий республики. Законопроект предлагает продлить накопление ТКО с 11 до 12 месяцев. Также отразить в федеральном законе о мусоре, принятом в 2019 году, такие понятия, как труднодоступные территории и мусороперезагрузочная станция, где мусор будет складироваться до вывоза на утилизацию. Содокладчиком законопроекта стал депутат Госдумы Александр Коган. На территории Якутии расположены 636 населенных пунктов. Из них в зону действия законопроекта попадает 221. Если законопроект утвердят, то не только Якутия, но и другие регионы страны с труднодоступными территориями смогут сократить количество свалок. Второе чтение пройдет в Госдуме в апреле. В республике вывоз ТКО из отдельных населенных пунктов осуществляется только по автозимникам, которые доступны один раз в год и имеют неопределенный график открытия и закрытия. Промежуток между открытиями автозимников составляет порядка 12 месяцев. Период работы автозимников составляет от 1,5 до 3 месяцев, в связи с чем предлагается продлить накопление отходов на труднодоступных территориях до 12 месяцев. 20 регионов и 400 муниципальных образований, в которых проживают от 20 до 50, максимум до 100 человек, ждут этот законопроект уже 5 лет. Фракция будет поддерживать данный законопроект. Московские студенты изучают особенности грамматики якутского языка. В одном из столичных вузов уже несколько лет будущие лингвисты пристально постигают падежи, суффиксы, префиксы, окончания языка народа Саха. Какие открытия сделали начинающие ученые и чем их покорила Якутия, расскажем в следующем материале. Мы у корпуса факультета гуманитарных наук одного из лучших вузов в нашей стране. Это Высшая школа экономики. И здесь есть группа студентов, которая изучает якутский язык. Причем эти ребята неоднократно бывали в нашей республике с экспедициями. Сейчас пойдем с ними знакомиться. Дроба. Максим. Бастага этини ах. Мин бағынаға баран, күннілер болақтарына, тоқтыбут кулағы итегестеяқпен сөбдуо, дейін ұйып бұтта. Максим Бажуков – преподаватель-ассистент. Уже 4 года он изучает грамматику якутского языка. Например, его заинтересовало, что в одном и том же предложении можно как использовать, так и игнорировать падежи. Например, предложение «мен масына алджатым».
И вот я сказал без падежа. Вот. И вроде бы так действительно иногда говорят в некоторых ситуациях, когда это что-то вот абстрактное. С другой стороны, может быть сказано «мен масынаны алджатым». Здесь уже есть винительный падеж. И это как бы очень простой случай. На самом деле в языке таких случаев очень много, существуют разные контексты, и вот это все очень-очень большая интересная система. Как это устроено. В 2019 году преподаватели университета решили изучать особенности якутского языка и пригласили в новую группу всех желающих студентов. Их заинтересовала живая языковая культура народа Саха, возможность общаться с носителями и необычные конструкции, с помощью которых формируются предложения. По-якутски, по крайней мере в говорах намского луса, можно сказать «Сардана, барары сылджар». Вот собирается уйти. А можно «барары генар», а можно «барары генна» или «барары геммыт». Если она стоит у двери, можно сказать «барары турар». И вот это в прямом смысле богатство якутского языка. Сколько способов, сколько очень похожих конструкций, у которых у каждой есть свой оттенок значения. Да? И вот это интересно описать. Изучение происходит не только по книгам, предусмотрена и полевая практика. Уже 4 раза студенты и преподаватели приезжали в Якутию. Они жили в Намском и Верхневилюйском улусах и активно общались с местными жителями. Мы обычно встречаемся с носителями на 1 час или 2, и обычно это устроено так, что у нас есть анкеты, которые мы специально составили по нашим темам, и мы спрашиваем предложения на русском, иногда, и часто пытаемся что-то породить по-якутски, и спрашиваем носителей, могли бы они так сказать, в каком случае они так могли сказать и так далее. То есть пытаемся как-то собрать, какую-то информацию про якутский. Из Якутии ребята привезли не только научные материалы или новые впечатления. В Москву они вернулись с сувенирами. Из Якутии привезла себе небольшой сувенир, якутские сережки серебряные. Решила что-то себе на память привезти. И люди, когда видят, всегда делают комплименты, спрашивают, откуда у меня такие сережки. Потому что здесь их не продают вообще. Этим летом лингвистическая группа снова собирается отправиться в якутскую экспедицию. А пока ребята ищут носителей языка в Москве, чтобы не останавливать работу, и просят откликнуться всех желающих им помочь. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Москва. Научно-образовательный центр «Север» удостоен премии за развитие Дальнего Востока и Арктики. Церемония вручения награды прошла в Москве в торгово-промышленной палате страны. Диплом победителю лично вручил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Как сообщают организаторы, всего на конкурс поступило около 150 заявок со всей России. Победителями вышли лишь 27 номинантов. Премия за развитие Дальнего Востока и Арктики учреждена с целью реализации стратегических направлений социально-экономического развития страны, поиска новых инновационных технологий, повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока и Арктики. НОЦ «Север» отмечен экспертным советом за вклад в развитие науки и технологий. Технологии, которые были особо отмечены экспертным советом, это искусственная вспомогательная печень, которую разрабатывал Северо-Восточный университет имени Амосова. Это бактерии-нефтесорбенты, которые применяются в Арктике. Кроме того, это разработка особой морозостойкой резины, это оборудование по извлечению гелия, и многое другое. И в целом у резидента НОЦ «Север» по итогам 2023 года уже более 200 патентов в различных областях. На наш взгляд, это заслуженная награда всех резидентов, участников НОЦ «Север». Я с этим поздравляю наше научное сообщество и, соответственно, бизнес-партнеров. Ура! Спасибо! Ледники из стекла, графика и резьба по кости. В Российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова открылась выставка под названием «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции». Проект посвящен освоению российской Арктики за последние 400 лет и тому, как вдохновляет Север современных художников сегодня. Подробности в следующем материале. Трудно поверить, что эти застывшие морские брызги из стекла. А вот еще один удивительный экспонат – замерзшие водяные пузыри. Изумительное здесь на каждом шагу. Например, альбатрос, раскинувший крылья, или прозрачные морские обитатели. Это какие-то объемы, это как камушки какие-то морские, какая-то морская тема, кто-то рыбок, кто-то китов увидел. В чем красота и смысл? Вот идет посетитель выставки, и он видит свои образы, но в целом образ морского, арктического, северного здесь присутствует. Это работы студентов художественно-промышленного университета имени Строганова. Выставку назвали «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции». Все работы вдохновлены Арктикой.
красота северного сияния, да, чистота природы, суровый быт, который существует там. И это, конечно же, способствует творческих людей на определенный подвиг, покорение, изображение неописуемой красоты севера. Еще одна идея экспозиции – показать, что творчество – это не только созерцание, но и погружение в среду, изучение материалов, работа на натуре. Глобальная идея не художника, который сидит в мастерской и пишет, там, испачканный весь в красках, а именно, что у нас есть еще вот эта исследовательская часть, и по мне в этой выставке она представлена в очень глобальном масштабе. То есть в любом случае, когда мы создаем какие-то произведения, свои шедевры, мы углубляемся в тематику, и в этой выставке это очень отражено. Она охватывает 4 столетия вот таких вот экспедиций в российское Заполярье, в российскую Арктику, в составе которых участвовали не только ученые, да, исследователи, но и художники. И очень часто художник заявлял о себе как исследователь, и исследователь, напротив, брал в руки карандаш и становился художником, фиксируя и анализируя то, что он наблюдает. Посетители экспозиции могут оценить десятки различных работ. Это и графика, картины, изделия из кости, стекла, керамики. География авторов тоже обширная. На выставке можно увидеть работы знаменитой якутской художницы Марии Рахлеевой. Это бабушкин Туиса, здесь долина реки Тока. Кстати, сегодня она преподает в Агики. Здесь же представлены графические работы ее супруга Виталия Петрова-Камчатского. Большую роль в его творчестве играла северная тема. Этот проект проходит в рамках десятилетия науки и технологий, и он доказывает, что даже в исследовательской работе есть место искусству. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. К новостям спорта. В американском городе Коламбус завершился спортивный фестиваль Арнольда Шварценеггера, где был представлен якутский масс-рестлинг. Мероприятие проходит в Огайо в 36-й раз и собирает атлетов со всего мира. В программе представлено 60 видов спорта, от бодибилдинга до тяжелой атлетики. Традиционно включен и масс-рестлинг. На помост в этот раз вышли представители Кыргызстана, Венгрии и нескольких штатов Америки. Поединки прошли в 4 мужских и 2 женских весовых категориях. Также разыграли чемпионские пояса в абсолютной категории. Масс-рестлинг вызвал большой интерес со стороны американской общественности. Так, перетягивание палки показали даже в прямом эфире местной телекомпании. Идея состоит в том, что соперники садятся друг напротив друга. Между ними доска, и они держатся за палку. По сути, борются за нее. Масс на якутском языке означает «палка». Оттуда и пошел этот вид спорта. Перетягивание палки, матчи могут длиться доли секунды или полминуты. Но каждый раз, когда борьба превышает 10 секунд, это становится очень утомительным физически. Масс-рестлинг разрабатывает не просто руки или хват. Это работа абсолютно всех мышц. На этом у меня все. До новых встреч!